Құрметті азаматтар, бүгінгі біздің отырысымыз 2 жылда бір келетін азаматтық форумның ертеңгі күні болатыны. Бізде әрбір облыстық мекемелерде осы азаматтық форум өтер жылдары өзіміздің шараларымыз өтеді. Нұр-Сұлтан қаласында да өзіміздің шараларымыз өтті. Енді қазір сол қандай бізде қандай сұхбат болды, қандай үкіметтік бөлімдермен сұхбаттастық, соның бәрін сіздерге қазір біздің әріптестер жеткізеді. Сөз Омырзақов Азаматқа беріледі, Гражданский альянстың президенті. Қайырлы күн, құрметті азаматтар. Бүгінгі пресс-конференция ертеңгі 9-шы азаматтық форумға арналады. Добрый день, уважаемые жители столицы. Сегодняшняя пресс-конференция посвящена преддверии 9-го гражданского форума, который пройдет завтра, 17 ноября, в офлайн режиме в столице. Тема форума является «Об обществе и государство. 30 лет партнерства и развития без Бергемс». Целью форума является стимулирование развития открытого диалога гражданского сектора, государственных органов, бизнес-структур, международных организаций и экспертного сообщества. Гражданский форум проводится один раз в 2 года. Предыдущий форум проходил в 2018 году. Представители НПО получили возможность принять участие в обсуждении отдельных тем, внести свои предложения, оказать содействие в решении конкретных задач и проблем общества. Тематические сессии были посвящены обсуждению актуальных вопросов. Главными темами форума будут являться развитие местного самоуправления, формирование государственного социального заказа, усиление общественного мониторинга, расширение бюджетного народного участия и другие актуальные вопросы. Гражданский альянс Казахстана – это самая крупная сеть неправительственных организаций. Альянс создан по инициативе ЕБАСы в 2005 году и играет заметную роль в процессе демократических преобразований, которые влияют на улучшение качества жизни наших граждан. Уважаемые жители, своим приходом хочу активизировать деятельность Гражданского альянса столицы. В последнее время мир меняется с большой скоростью. Наступил финансовый кризис, наступил коронакризис. Но хуже всего, что наступает кризис моральных ценностей. Эти факторы указывают на возрастающую в этой ситуации роль НПО. Необходимо отметить, что НПО напрямую работает с социальными проблемами, отслеживает их развитие, определяет необходимые пути решения. Мы являемся, по сути, барометром процессов, происходящих в обществе. Решая социальные задачи, мы дополняем усилия государства. В связи с этим мы считаем, что Гражданский альянс Казахстана должен стать единым ресурсным центром для всех НПО и активных граждан, которые будут мостом между властью и обществом. Глава государства в своем послании народу заявил, что, поддерживая институт общественного контроля как альтернативы государственному, мы должны создать собственную, соответственную правовую базу. Глава государства поручил разработать и принять закон об общественном контроле, призванный обеспечить открытость и подотчетность обществу государственных органов и квазигосударственного сектора. Это демонстрирует процесс улучшения качества государственного аппарата и в дальнейшем окажет позитивное влияние на развитие гражданского сектора. Общественный контроль является еще одним шагом по продвижению концепции слышащего государства, так как способствует установлению взаимного доверия между властью и обществом. Уважаемые жители, Гражданский альянс столицы призывает всех активных жителей столицы принять участие в завтрашнем форуме. Передаю слово своей коллеге Махаббат Испенову. Спасибо, Азамат. Всем добрый день. Рада приветствовать всех слушателей, всех участников сегодняшней пресс-конференции. Я являюсь руководителем Центра гражданских инициатив города Нур-Султан. Что такое Центр гражданских инициатив? Это многофункциональная сервисная служба по оказанию различного вида консультаций для усиления гражданского участия, для выявления самых лучших идей гражданского и проявления гражданской инициативы, направленные на повышение качества жизни населения. Кроме того, Центр гражданских инициатив – это региональная экспертная площадка для выстраивания цивилизованного и конструктивного диалога между бизнесом, государством и гражданским сектором третьим. В преддверии 9-го гражданского форума были проведены тематические сессии.
касающихся вопросов общественного контроля, общественного мониторинга, касающихся вопросов государственного социального заказа и вопросов жилищно-комплексных хозяйств. И что хотелось бы сказать? На протяжении всей истории развития, независимого развития Казахстана вопросам развития гражданских инициатив, поддержки неправительственных организаций, формирования условий для общественной самоорганизации населения уделялось огромное внимание. В настоящее время мы имеем довольно обширный пакет нормативных правовых документов, регулирующих данную сферу, различные механизмы взаимодействия и поддержки. Вместе с тем, текущий период развития третьего сектора характеризуется появлением, а точнее активизацией различных форм гражданской активности. С одной стороны, это может свидетельствовать о росте уровня гражданского сознания. С другой стороны, говорит о фактическом отсутствии слабой инфраструктуре поддержки некоммерческих организаций и формировании культуры участия у различных групп населения. И поэтому сегодня по-прежнему актуальна работа по наращиванию потенциала НПО, чем в частности занимается Центр гражданских инициатив, и усилению взаимодействия государства и некоммерческих организаций. В контексте проведенных 4 тематических сессий были некоммерческими организациями, гражданскими активистами совместно с представителями государственных местных исполнительных органов власти были выработаны рекомендации. Позвольте мне их несколько озвучить. Если говорить с точки зрения темы модернизации общественного сознания и взаимодействия НПО и государства, то хотелось бы отметить, есть политическая воля и обозначены стратегические задачи развития слышащего государства. Вместе с тем отсутствуют программные документы и конкретные планы с индикаторами реализации концепции слышащего государства. Другими словами, обозначено, что делать, но не сказано, как это делать. Кроме того, действующее в Казахстане правовое поле наталкивает на вывод, что для государственных органов говорить, слышать и отвечать – это обязанность, которая четко регламентирована и имеет серьезные моральные, этические и иные рамки. Для граждан право, которое определено Конституцией нашей страны. И несмотря на достаточное количество нормативно-правовых актов, в данной сфере, именно взаимодействия с населением, имеются менее четкие, в частности, морально-этические границы. Для улучшения в целом ситуации и для усиления концепции слышащего государства предлагается перезагрузить нормативные правовые акты, которые касаются развития гражданского общества в Казахстане. Это, безусловно, корреспондирование законов между собой, это внесение изменений, дополнений в бюджетный кодекс и так далее. На протяжении нескольких лет идет передача государственных функций и услуг, несвойственных государству, в конкурентную среду. Процесс проходит неравномерно. В большей степени с конкурентной средой отождествляется бизнес-сектор, а некоммерческий сектор затронут в меньшей степени. И в этой связи хочется сказать, что государственно-частное партнерство может служить хорошим инструментом для процесса передачи государственных функций, а государственный социальный заказ для выполнения услуг в рамках функций профильных различных госорганов. В этом связи хотелось бы посоветовать активизировать работу по передаче государственных функций и услуг, несвойственных государству, именно в некоммерческий сектор. Кроме того, необходимо усилить институт уполномоченных по взаимодействию с НПО как на центральном уровне, так и на местном, причем с введением показателя работы, объем выделенных средств на 3 года государственного социального заказа. Кроме того, рекомендация уже нам, самим третьему сектору, некоммерческим организациям, нам необходимо принимать участие в разработке, в реализации, в мониторинге и оценке программ развития территории нашей именно столицы. Еще один пункт, который говорили участники тематических сессий, о том, что важно готовить слышащую и говорящую молодежь. В партнерстве с Управлением социальной защиты можно усилить программу «Молодежная практика». Важно понимать, что именно вложение ресурсов в системные изменения поможет устранить социальные проблемы, которые мы все постоянно решаем, а меньше их не становится, потому что мы боремся со следствиями, а не с причинами. Кроме этого, если советовать государственным органам, необходимо развивать межведомственное взаимодействие для координации действий в процессе реализации государственных программ. Необходимо переформатировать механизмы общественного диалога, сделать их работающими. Внедрять систему управления, основанную на результатах, начиная с изучения и анализа существующих потребностей. И внедрить практику реализации пилотных проектов совместно с институтами гражданского общества. Нам, гражданскому сектору, необходимо объединяться путем поиска точек взаимных интересов, повышать качество
оказания услуг, наращивать потенциал в сфере информирования, повышения участия и продвижения интересов целевых групп, повышать уровень участия институтов гражданского общества в формировании государственной политики, внедрять и предлагать новые форматы взаимодействия с государственным и бизнес-сектором. Если говорить о расширении отраслевого сотрудничества государств и некоммерческих организаций, хотелось бы внести такие рекомендации, озвученные участниками. Прежде всего, обязать все местные исполнительные органы власти использовать финансовый инструмент взаимодействия с НПО, государственный социальный заказ на трехлетний период. Следующее. Необходимо разработать подходы ценообразования и стоимости услуг и проектов в рамках государственного социального заказа. Еще один немаловажный момент в контексте внедрения интегрированной модели оказания медицинской помощи и интегрированной модели оказания социальных услуг важно рассматривать некоммерческие организации как ключевых игроков. Для определения содержания проектов услуг нужно использовать такие технологии, как акселератор социальных идей, реализуемые в текущем году Казахстанским институтом общественного развития. Важно научиться и применять технологии формирования социальной привлекательности городов и сел, маркетинг территорий, технологии социального проектирования, технологии развития гражданских инициатив и усиления социального капитала. Если говорить о развитии общественного мониторинга и контроля, то прежде всего хотелось бы порекомендовать ввести в состав Межведомственной комиссии по государственным закупкам представителей некоммерческих организаций, дополняя Национальную палату предпринимателей от ЭМИКЕН. В состав конкурсных комиссий по отбору поставщиков государственного социального заказа ввести также представителей НПО, и на данный момент нормативно-правовые акты позволяют это сделать. Важно помнить, что общественный мониторинг и контроль начинается еще на этапе планирования. Мы говорим о том, что мы мониторим услуги, мы мониторим проекты, мы смотрим бюджеты. Но важно самое понимать, что общественный мониторинг и контроль начинается именно с планирования. Соответственно, необходимо институционализировать оценку потребностей населения. И необходим единый подход с разработанной методологией, которая будет связана с проводимыми текущими исследованиями, с отчетами местных исполнительных органов власти. Нужны алгоритмы и периодичность оценки потребностей и легитимность процесса оценки. Еще одно было пожелание, рекомендация от участников тематических сессий. Местным исполнительным представителям органов власти усилить работу для создания необходимых условий для проведения общественного контроля. Если говорить в разрезе сессии «Донорская поддержка и развитие гражданского общества», здесь хотелось бы озвучить следующие рекомендации участников. Необходимо законодательство, мотивирующее бизнес и население к оказанию системной благотворительной помощи. Необходимо усовершенствовать нормативно-правовые акты, которые касаются государственных грантов. Кроме этого, необходимо расширять проект «Бюджет участия», как именно в контексте развития гражданского общества, и расширять, так скажем, пилотный проект «Бюджет участия», расширить перечень тем и объемы финансирования инициируемых проектов, и, кроме того, в бюджет участия обеспечить равный доступ к информации и обеспечить отчетность по текущим реализуемым проектам. Уважаемые участники, большое спасибо за ваше внимание. Передаю слово Ахмеджановой Баян Тимиртасовне, одного из таких, скажем, самых наших опытных представителей некоммерческого сектора нашей столицы. Спасибо большое. Как мы уже проговорили, мы в преддверии гражданского форума, который пройдет завтра. Темой обозначено состояние и перспективы развития гражданского общества. И эти темы будут рассмотрены завтра. На всех этих позициях очень много остановились наши партнеры. И мне хочется добавить то, что чем активнее будет наше гражданское общество, тем краше и лучше будет жить, наверное, в нашем городе. Почему я так говорю? Потому что я каждый раз, когда мне предоставляется слово, я всегда говорю, кто такие НПО? Или НКО аббревиатура. Это активная часть нашего гражданского общества, которая появляется на рынке социальных услуг для решения одной или нескольких социальных вопросов. И НПО, если говорят по городу Астана, Нур-Султан,
если более 3000, это более 3000 направлений деятельности в социальной сфере. Это и социальное предпринимательство, разработка законодательства, которого сейчас ведется. Это и социальный кодекс, над которым сейчас работают партнеры. Это в разработке и в дополнении нуждается закон о волонтерской деятельности, потому что очень много, вы видите, социальных проблем поднимается именно волонтерами, которые есть в нашем городе. Во время пандемии волонтеры себя очень хорошо показали. Они показали активность, сплоченность. Где-то возникали даже стихийные волонтерские организации, когда люди хотели очень сильно помогать друг другу. Поэтому, наверное, чем больше мы будем открыты в целом друг другу, наверное, вот партнеры, соседи и в целом город. И как мы всегда говорим, мы очень хотим видеть свой город, и чтобы в городе в нашем, кто бы ни приехал, всегда видел людей, которые готовы помогать друг другу, которые дружелюбные и которые всегда улыбаются. Спасибо. Ендігі мне қорытындысында айтатынымыз назарларыңызға ертеңгі өтетін азаматтық форумды әкімдіктің YouTube каналынан сіздер әзірлейсіздер, көресіздер. Сұрақтарыңыз болса қоясыздар. Неге десеңіз, соның бәрі бүгін ертеңгі күні оларға жауап берілмесе де, сосын біртіндеп барлық қойылған сұрақтарға да жауап та беріледі. Ертең тікелей эфирде бізді көресіздер, қарайсыздар.